Поехали. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас. Сегодня мы будем говорить о готовности к внедрению профессиональных стандартов в области образования на территории Республики Коми. И в первую очередь будет касаться образовательных организаций, конечно же. Сегодня этот вопрос очень актуален, потому что профессиональные образовательные стандарты уже утверждены, их очень много. Всю информацию вы можете найти сегодня, она есть в сети доступна. Есть специальные сервисы для этого, есть сайт Минтруда, где ведется реестр профессиональных стандартов. И потихонечку профессиональные стандарты входят в нашу жизнь, и мы в соответствии с законодательством обязаны их применять. Что же такое профессиональный стандарт? Давайте с вами посмотрим. Это достаточно рамочный документ. Если вы видели профессиональные стандарты, скорее всего, вы уже их видели, знакомились с ними. Это характеристика квалификации, которая необходима работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Каковы предпосылки возникновения? Почему появился вообще профессиональный стандарт? В чем его была необходимость? Вы знаете, наша система, экономическая ситуация в стране и в науке в том числе очень быстро претерпела изменения. Изменяются виды деятельности, технологии, изменяются потребности рынка труда. И поэтому обучение традиционным методом сильно отстает от тех реальных потребностей, которые ждет от нас работодатель. То есть работодатель получает такого специалиста, которого, к сожалению, необходимо доучивать на рабочем месте, иногда и переучивать. На сегодняшний день устаревают тарифные справочники, с которыми мы всегда работали, они вам известны, это ЕКС, ЕТКС, и они не совсем соответствуют тем реальным должностным обязанностям, которые выполняет работник. Каково же назначение профессионального стандарта? Вообще профессиональный стандарт, если говорить, допустим, о профессиональном стандарте педагога, это достаточно рамочный документ, в нем определяются основные требования к его квалификации. Это документ, в котором описано содержание той трудовой деятельности, определены требования квалификации работника результатом профессионального образования и обучения. Если рассматривать любой профессиональный стандарт, то мы увидим, что он структурирован таким образом, что в нем находятся отражены те требования к образованию, обучению, требования к опыту работы, к условию допуска к работе, а также перечень необходимых знаний, умений, которым должен обладать работник в качестве выполнения им профессиональных функций. Закон дает работодателям право самостоятельно формулировать требования к квалификации своего персонала на базе утвержденных профессиональных стандартов. Так что мы понимаем, что профессиональные стандарты носят некий комплексный характер, и они необходимы для выполнения работником трудовых функций, знаний и умений, которые у него есть, поддержание в актуальном состоянии информации о востребованных и перспективных профессиях, которые есть, и современные требования к работнику, учет этих требований в системе подготовки кадров. Именно такой подход работодателям рекомендуется применять сейчас, то есть проводить оценку квалификации работников самостоятельно до того, как ею займутся специализированные организации. Для работодателей профессиональные стандарты, в принципе, должны стать той основой, которая позволит конкретизировать свои требования к работникам при выполнении трудовых функций, естественно, с учетом специфики той деятельности, в которой у нас работает эта организация. Она позволяет решать задачи в области управления, то есть здесь могут быть разработаны системы мотивации, стимулирования, и в том числе благодаря тем должностным инструкциям, которые разрабатывает организация. Это позволяет провести тарификацию должностей и отбор специалистов, которые необходимы, и также планирование карьеры. Еще один момент, который могут взять за основу наши работодатели, это проведение аттестации специалистов и в том числе увольнение специалиста при установлении его несоответствия профессиональным требованиям. На сегодняшний день в организациях государственного сектора внедрение профессиональных стандартов внедряется поэтапно. Вообще планируется, что до 2020 года профессиональные стандарты будут применены практически во всех образовательных организациях. Уже сейчас существенно пересматривается перечень профессий, формируется сегмент наиболее востребованных рынком труда квалификаций, и профессиональные стандарты, которые разработаны на основе анализа состояния и перспектив развития соответствующего вида профессиональной деятельности с учетом тех отечественных тенденций, которые у нас есть сегодня, и в том числе и мировых тенденций.
Любая организация, которая приступает к применению профессиональных стандартов, должна пройти некие этапы. Да? Но для начала необходимо пересмотреть и определиться со списком тех профессиональных стандартов, которые будет применять организация. Для этого нужно посмотреть сведения о потребности в профессиональном образовании, да, или в дополнительном профессиональном образовании работников, которые получены на основе анализа квалификационных требований, которые содержатся в профессиональных стандартах, и сравнить с кадровым составом организации, который у вас есть на сегодняшний день. Затем определиться с теми шагами, которые вы будете осуществлять при уже непосредственном внедрении профессиональных стандартов, и определиться с тем перечнем документов, локальных нормативных актов, которые в связи с внедрением профессиональных стандартов должна будет организация издать, да, и у себя применять. Если говорить о профессиональном стандарте в области образования, то мы видим, что на сегодняшний день у нас утверждены уже ряд профессиональных стандартов, но они находятся на разных этапах внедрения. Очень важно, что все профессиональные стандарты, которые находятся в системе образования, прошли общественную экспертизу. Они являются основой для разработки федеральных государственных образовательных стандартов в систему среднего профессионального образования и высшего образования, а также находят отражение в основных профессиональных образовательных программах учреждений высшего образования и среднего профессионального образования. Вы знаете, что это произошло благодаря тому, что у нас были внесены изменения в 273 федеральный закон, который становится для нас основанием в применении профессиональных стандартов. На сегодняшний день Коми Республиканский институт развития образования проводит мониторинг внедрения профессиональных образовательных стандартов, вернее, этот мониторинг уже проведен на сегодняшний день. Ознакомиться с этим мониторингом вы можете на сайте Республиканского методического центра, который является структурной единицей Коми Республиканского института развития образования. И в рамках мониторинга исследовались следующие моменты. То есть мы собирали общую информацию об образовательной организации, использует она или не использует профессиональные стандарты, какие документы используются при внедрении профессиональных стандартов, и также методическое сопровождение. На самом деле сегодня, согласно поручению президента Российской Федерации о формировании национальной системы учительского роста, необходимо установить для педагогов уровни владения профессиональными компетенциями. И оценка компетенций – это одна из существенных составляющих национальной системы учительского роста, и она предопределена также внедрением профессиональных стандартов. Профессиональные стандарты уже заложены, те основы, тех компетенций, которыми должен владеть педагог. Кроме того, в систему национальной системы учительского роста входят механизмы профессиональной помощи и поддержки педагогам, да, вопросы повышения квалификации, развития среды профессионального общения, а также механизмы стимулирования и другие механизмы. В нынешней редакции у нас в профессиональном стандарте, к сожалению, отсутствует таковая градация уровней квалификации, но есть определенные трудности при применении работодателем. Да? То есть работодатель, по сути, может предъявить абсолютно одинаковый набор требований к педагогу как с большим опытом работы, так и к молодому специалисту. Кроме того, да, отсутствует в профстандарте те дифференциации профессиональных умений и навыков, которые учитывают сложности овладения теми или иными, да, вещами и лишают конкретного содержания такие понятия, как повышение квалификации. Но, тем не менее, основы разработки стандарта уже отражены в требованиях, которые заявлены в национальной системе учительского роста. Ну, во-первых, это национальная отраслевая система профессиональной квалификации Российской Федерации, это непрерывность образования и самообразования, постоянное повышение профессиональной квалификации и набор тех значимых для деятельности компетенций, которые необходимы педагогу при выполнении им своей профессиональной деятельности. Для того, чтобы образовательная организация могла управлять процедурой применения профессиональных стандартов, необходимо реализовать несколько этапов. И один из первых этапов, как вы понимаете, логический, да, который вытекает из
логистики, да, применения профессиональных стандартов, это изучение профессиональных стандартов. То есть те стандарты, которые вам необходимы. Ну, так как вы образовательная организация, вы понимаете, что у вас кроме педагогов есть также и другие специалисты, в отношении которых также могут применены быть профессиональные стандарты. Следующий шаг – это, конечно, издание приказа о создании комиссии по внедрению профессионального стандарта в деятельность организации, проведение заседания этой комиссии, составление плана графика внедрения профессионального стандарта. На следующем этапе уже будут определяться те трудовые функции, которые будут выполнять работники в соответствии с теми профессиональными стандартами, которые вы выбрали. Если возникает такая необходимость, то нужно переименовать должности в соответствии с текстами профессиональных стандартов и внести изменения в должностные инструкции. Следующий этап – это изменение системы оплаты труда. То есть необходимо провести те мероприятия по подготовке и переподготовке работников, провести аттестацию работников. Обязательно в эту процедуру должен, конечно же, включиться руководитель образовательной организации, потому что именно он отвечает за непрерывное профессиональное развитие своего кадрового потенциала. Какие могут быть сложности при внедрении профессиональных стандартов? Одна из сложностей, конечно же, это финансовые затруднения в связи с необходимостью направления работников на переподготовку. Но, коллеги, если у нас профессиональный стандарт утвержден и он вступил в силу, значит, мы обязаны его применять, и поэтому эти расходы, к сожалению, неизбежны. Следующая трудность, с которой может столкнуться работодатель, это несоответствие наименований должностей работников в некоторых профстандартах с теми справочниками, которые мы используем, ЕКС и ЕТКС. Да? И, соответственно, еще одна трудность – это положение в оплате труда не адаптировано под профессиональные стандарты. И еще одна трудность – это отсутствие наименований должностей и, соответственно, размер должностных окладов в настоящем положении об оплате труда. Вы понимаете, что все эти документы вам придется видоизменить. На сегодняшний день Коми Республиканский институт развития образования разработал методические рекомендации для руководителей организаций по применению профессиональных стандартов в их деятельности. Вы видите ссылочку. По этой ссылке вы можете их скачать. Они находятся, также можно зайти в наш раздел ресурсы, электронные ресурсы, и вы найдете этот документ. Он в PDF-формате применения профессиональных стандартов в деятельности организации. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Если что-то непонятно, вы можете связаться с разработчиками, которые разрабатывали методические рекомендации, позвонив в Республиканский методический центр. Кроме того, у нас работает сегодня открытый дистанционный курс на нашей платформе Дистант.Криро, где вы можете совершенно бесплатно, да, пройти повышение квалификации и один из модулей, который называется «Применение профессиональных стандартов при формировании кадровой политики работодателя», 12 часов вы можете пройти, получить сертификат и уже воспользоваться теми знаниями, которые вы получите. На сегодняшний день профессиональный стандарт педагога, он достаточно широкий, да, то есть он включает в себя деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, да, и предполагает наличие квалификации воспитатель и учитель. Таким образом, педагог выполняет ряд видов профессиональной деятельности в сфере дошкольного, основного общего, начального общего и среднего общего образования. То есть, по сути, педагог оказывает образовательные услуги по основным общеобразовательным программам общеобразовательных организаций и тех организаций, которые осуществляют обучение. Какие же должности и профессии у нас предполагает профессиональный стандарт? Это, конечно же, учитель и воспитатель, и есть определенные трудовые функции. Я говорю сейчас об обобщенных трудовых функциях. Да? Это педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях, и педагогическая деятельность по проектированию и реализации общеобразовательных программ. Таким образом, у нас выделяются следующие трудовые функции. Что касаемо учителя, это общепедагогическая функция, обучение, воспитательная деятельность, развивающая деятельность, которая нам уже всем
давно знакомо. Да? А что касаемо воспитателя, это педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования, да, начального общего образования, основного и среднего общего образования. А также реализация 2 модулей – это предметное обучение математика, предметное обучение русский язык. Каковы же требования, да, к образованию и обучению? Обратите внимание, да, что кроме требований к образованию, это высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки образования и педагогика, у нас есть особые условия допуска к работе. Ну, вы все эти условия знаете, мы работаем с детками, да, это и те же самые медицинские допуски, это тот же самый документ, который должен подтвердить отсутствие у вас судимости и так далее. Еще ряд других условий, которые, возможно, необходимы при реализации деятельности, образовательной деятельности вашими специалистами. На сегодняшний день национальная система учительского роста, да, включает в себя ряд процессов. Вы видите на данном слайде 11 процессов. Давайте посмотрим их поподробнее. Да. Вы понимаете, что государственная гарантия развития и поддержки учителя на сегодняшний день должна включать как содержательные моменты, касаемые образования, аттестации, да, методического сопровождения и так далее, так и должна включать в себя некий этический кодекс учителя, да, то есть те профессиональные ценности, которые отражает наша профессия и предъявляет определенные требования к педагогу. Еще один момент очень важный, да, это так называемая наградная система, которая должна определять, должна стать тем стимулом, да, и обратной связью для работодателя и педагога. Естественно, это все будет способствовать повышению престижа, доверия к профессии со стороны государства и общества, и, соответственно, педагог будет себя чувствовать достаточно комфортно и будет удовлетворен своей деятельностью и будет заинтересован в том, чтобы осуществлять эту деятельность. Еще один момент, который очень важен в этой системе, да, это персонифицированная система дополнительного профессионального образования. Благодаря этому каждый педагог должен видеть свои горизонты карьеры, как в вертикальную карьеру, так и горизонтальную карьеру. Да. Молодой специалист должен понимать, что благодаря такой системе повышения квалификации, да, и персонифицированной системе этой повышения квалификации, это определенным образом отразится на его заработной плате, то есть рост оплаты труда будет соответствовать тем темпам, да, сколько он энергии и силы своей вложит в свое образование, повышение своего профессионализма. Это должно соответствующим образом оплачиваться. Ну и еще один момент, который включается в национальную систему учительского роста, является тем стимульным механизмом, которым помогает педагогу реализовать себя, проявить себя. Это, конечно, те профессиональные конкурсы, которые реализуются. Ваши педагоги в большинстве своем принимают в нем участие. Это и федеральные конкурсы, и есть ряд республиканских конкурсов, которые сопровождают в том числе и Республиканский институт развития образования. Давайте посмотрим, да, какие бывают индикаторы эффективности национальной системы учительского роста. Ну, мы понимаем, что эта система должна быть государственной гарантией развития и поддержки учителя. Мы об этом уже сегодня говорили. Да, то есть повышение престижа, это дифференцированная система оплаты труда по категориям и должностям. Да, ну, естественно, это все можно будет отследить, насколько эффективно работают наши педагоги по тем ключевым показателям, которые дают уже наши обучающиеся при выходе из образовательной организации. Да? То есть в том числе это процент выпускников вузов и ваших организаций, которые успешно прошли профессиональный экзамен. Кроме того, да, эта система в том числе и направлена на снижение объемов подготавливаемой отчетности. Да? То есть у нас сегодня все выходит в электронный документооборот, и поэтому, в принципе, эта система позволяет облегчить труд нашего педагога, да, и он свои силы и энергии должен в первую очередь направить на свое профессиональное развитие и на ту профессиональную деятельность, которую он осуществляет. Кроме того, на сегодняшний день
у нас есть так называемый сверхзадачи формирования национальной системы учительского роста. Вы знаете, что система профессионального развития педагогов на сегодняшний день представлена 3 видами образования: формальным, неформальным и информальным. В данном случае мы в первую очередь должны работать персонально с каждым педагогом и с каждой командой образовательной организации для решения задач национальной системы учительского роста. И в этом смысле Коми Республиканский институт развития образования готов стать тем профессиональным партнером для каждой образовательной организации в решении вопросов внедрения профессиональных стандартов. Давайте посмотрим, какие задачи, сверхзадачи решает у нас национальная система учительского роста. Во-первых, это сама система при формировании определяет удовлетворенность педагогических работников, учителей и воспитателей своей деятельностью, повышается качество общего образования, и в этом смысле появляется удовлетворенность всех участников образовательных отношений, а к участникам мы относим в том числе, в первую очередь, конечно же, это наших обучающихся, а также их родителей. Ну и последнее, это еще одна сверхзадача национальной системы учительского роста — становление российской системы образования, которая должна выйти в лучшую систему образовательную, как ставит нам задачи наш президент в мире. Задачи нам были поставлены до 2025 года, но мы понимаем, что есть определенные ограничения, но мы будем идти и стремиться к этим показателям. То есть когда уже чувство удовлетворенности будут испытывать не только все участники образовательных отношений, в том числе и педагог, но и определенные государственные институты в том числе, то есть государство и общество. Давайте посмотрим, какова же схема внедрения профессиональных стандартов. Она у вас обозначена на слайде, и вы видите. Для начала тот шаг, который вам необходимо сделать, это создать приказ образовательной организации о внедрении профессиональных стандартов. В приказе у вас должен быть обозначен состав комиссии, который будет заниматься этой деятельностью по внедрению профессиональных стандартов, определен план мероприятий по организации и применению профессиональных стандартов, включен перечень должностей и профессий штатного расписания, соответствующих профессиональных стандартов по видам деятельности. Дальше это внесение изменений в локальные акты в связи с введением профессиональных стандартов, определение списка работников, чья квалификация не соответствует требованиям профессиональных стандартов, составление графика обучения сотрудников, проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности и последний шаг — это отчет о работе комиссии по внедрению профессиональных стандартов. Таким образом, на первом шаге, в соответствии с этой схемой, которую мы озвучили, организация изучает профессиональный стандарт, обсуждает механизмы подготовки к ведению и реализации профессионального стандарта на институциональном уровне, то есть на локальном уровне, на уровне вашей организации. Проводит методическое совещание по освещению вопросов о необходимости изучения профессиональных стандартов, указываются сроки возможного введения, цели, задачи, области применения. Дальше, как мы уже говорили, сдается приказ об изучении и содержании документа с указанием сроков его исполнения. Здесь следует обратить внимание на отличительные особенности. Дальше мы доводим настоящий приказ до сведения каждого педагогического работника, обсуждаем профстандарт на заседании предметных объединений, педсовете, органов самоуправления, обозначаем возможные формы и методы разрешения проблем, связанных с подготовкой к применению профессиональных стандартов для каждого педагога, определяем те направления деятельности администрации педагогического коллектива, которые необходимо сделать при подготовке к внедрению профессионального стандарта, и уже вносим изменения, связанные с подготовкой к применению профстандартов в план методической работы на следующий учебный год и при планировании работы, на текущий год и при планировании работы на следующий учебный год. Следующий шаг. Руководитель приказом назначает комиссию из числа тех работников, которые будут ответственны за внедрение профессиональных стандартов организации. В приказе, помимо указаний членов комиссии, необходимо также прописать полномочия каждого из членов комиссии и сроки выполнения работы.
Желательно включить в состав рабочей группы также сотрудников отдела кадров, экономистов, юристов и лиц, которые отвечают за охрану труда в организации. То есть тех служащих, которые так или иначе в своей деятельности будут в дальнейшем использовать профессиональные стандарты. Затем проводится заседание комиссии, на котором вы определяете тот фронт работ, который необходимо провести, составляете пошаговый план по введению профессиональных стандартов организации. И, как мы понимаем, законодатель форму плана не утверждает, поэтому план может включать любые положения, которые сочтет нужным комиссия. В этом документе отражаются те промежуточные задачи по вводу профессиональных стандартов, которые обозначают конкретные сроки выполнения работ и назначаются ответственные лица за выполнение тех пунктов, которые у вас внесены в ваш план. Все они должны быть ознакомлены с документом и должны подписаться, что они согласны с этим и будут выполнять этот фронт работ. После составления плана уже утверждается руководителем организации и уже приступают ваши сотрудники непосредственно к реализации этого плана. Давайте посмотрим, какой примерный перечень задач может быть отражен в вашем плане. Первое – это уточнение списка тех стандартов, которые вы будете применять в вашей организации. Вы делаете это путем соотнесения трудовых функций, которые указаны в стандартах, с теми видами деятельности, которыми занимается организация. Список должен быть согласован с руководителем организации. Следующая задача, которую вы решаете, это сверка должностей работников, которые указаны в штатном расписании с наименованием принятых стандартов. Результат данных действий комиссии должен быть отражен в протоколе, который содержит решение о переименовании должностей при необходимости. Следующая задача – это проверка трудовых договоров, которые у вас уже есть заключены, работников и локальных актов организации, и внесение туда изменений в трудовые договоры или контракты, и локальные документы, и подача этих документов на утверждение руководителю организации. Следующая задача – это составление списка вопросов для проведения аттестации в соответствии с положениями профессионального стандарта по каждому конкретному виду деятельности. Еще одна задача – это проверка соответствия работников требованиям стандарта. И последнее – это составление отчета о выполнении плана и передача его на ознакомление руководителю организации. Еще один шаг. Итак, для соотнесения текстов профессиональных стандартов и трудовых функций, которые в них указаны, с должностями, которые имеются в организации, сравнивается утвержденное штатное расписание и разделы соответствующих профессиональных стандартов. Давайте вспомним, что не всегда название профессии в стандарте может совпадать с названием должности в расписании. И для приведения в соответствие текстом профессиональных стандартов наименований должностей, если работа в них связана с предоставлением льгот или наложением ограничений, руководитель должен исключить из штатного расписания старую должность и ввести новую. При этом с работником заключается дополнительное соглашение к трудовому контракту об изменении наименования должности. Следующий шаг – это внесение при необходимости изменения в должностную инструкцию работника в связи с изменением его трудовой функции. И прошу обратить ваше внимание, что оно производится только с согласия работника на это. Законодатель запрещает менять обязанности сотрудника в одностороннем порядке. Поэтому образцы должностных инструкций с учетом профессиональных стандартов должны у вас быть в открытом доступе, и все должны с ними иметь возможность ознакомиться. Следующий шаг – это изменение системы оплаты труда. Почему это необходимо? Потому что законодатель устанавливает правила, по которым работники выполняют одинаковые трудовые функции, и, соответственно, они должны получать за это одинаковую равную заработную плату. Таким образом, если работодатель решает внести изменения в должностные обязанности работника или повысить уровень его квалификационных требований, например, направить его на прохождение курсов по повышению квалификации, то по мере изменения сложности труда, соответственно, должна изменяться заработная плата. Следующий шаг. Если в профессиональном стандарте по определенному виду деятельности при обязательности его применения установлена квалификация работника выше той, что имеется у него, работодатель вправе направить его на курсы повышения квалификации или поднять вопрос уже о получении дополнительного образования вашим работникам.
Вопрос о том, за чей счет будет проводиться обучение, решается в рамках переговоров между сторонами трудовых отношений или на основании положений локальных актов, которые у вас есть в вашей организации. Ну, как правило, если речь идет об оплате обучения работодателем, с работником заключается ученический договор, по условиям которого он обязан после получения образования определенное время отработать в вашей организации. В противном случае, если он не выполнит это условие, с него может быть взыскана сумма стоимости обучения. И последний шаг – это проведение аттестации при внедрении профессионального стандарта. Коллеги, обращаю ваше внимание, что эта процедура для педагогических работников является обязательной. Для непедагогических работников не обязательной, но необходимой, потому что профессиональные стандарты применяются не только к педагогическим работникам, вы знаете, да, но и к другим. Мы об этом уже говорили в начале нашего вебинара. Коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, есть необходимость и потребность в дополнительном практическом обучении по применению профессиональных стандартов, мы ждем ваши заявки, телефон и адрес электронный указан. Если такое обучение вам необходимо, присылайте ваши заявочки, такое обучение мы проведем. И можете направлять ваши вопросы, если они остались, также на указанный адрес. Благодарю вас за внимание. Всего доброго.